أبسنا عند كارا خدراو الحجم بأتبن بيحان رسبي جورناليست سرزا بريفينج ميبيجي ويزكن يولجا برشنا أدوى جيم يبقز ريفرندوم تقول زاش يقاز زيزن يجدروت يمريت زامز هارت زاقوان شحوال حقنو قون هل شكوا يوت هنصوب أقراز قوت حبخا أجيتي يرتشوبا وسكويشتو أخا زаقوан шаху حقنو وحчан ахар зигману шалах. Еще раз хочу вам напомнить то положение дел, которое складывалось в Абхазии за последние месяцы, было достаточно сложным. И вчера прошел референдум о досрочных выборах президента Абхазии, который официально был признан несостоявшимся. Явка показала, что поставленный в бюллетенях вопрос не был актуален для нашего общества. Утверждение о том, что низкая явка связана с бойкотом референдума, не соответствует в никакой мере той действительности, которая есть. Люди просто потеряли доверие к сторонникам и инициаторам его проведения. Наши граждане устали от всех этих противостояний. Оппозиция на протяжении последних месяцев утверждала, что власть срывает референдум. А в итоге, за день до его проведения, она призвала всех своих сторонников не участвовать в голосовании. И то, что произошло вчера по завершению процесса самого референдума, вам известно. Všetky bzedzeny vždyrujú. Opozícia hra hajcovera me podsúšte korcové. Šaj hajt pal, šaj hajt šašep. Они политика консультатив ахайлак яхцус. Рчалар хра ма пацурки. Ехегю жранзак хазалчажако. Шай тинчпана хайтшаж. Ярахтс конум япосу замзок варзын. Зинзейц герахоз шенерба. Ара янсшо. Я нахкула бабрета глазаша. Я нахкулет. Дарир бзурон, арти хабзурон рызык. Хач консре. И не богомертрат пишет глаза шахце. Мохчала, а политика узыцбецу. Хшила из нейту, яцнуготу. Сгуяна году юза глаза шахаму, а хаюкоп, а загвани шахуала хакнукар, яра а глаза шахпызцаз. Рызыге и шрухтойш, а винкарра рызнукару. Вахда шакала глаза шахалазум. Еги ахцарги, еги хурги. А министр йома, дачадж йома, хинткарра алыфердж бирахалагар, изгвам хорацрахо. Если чны, инейна афихумску ирыла гылан, а ваада радар дни бирцвет чунархар, а хинткарра аргыла рахалм шарала. Рауль Джункович, какие выводы будут сделаны по сложившейся политической ситуации и как дальше, в каком формате вы планируете сосуществовать с такой оппозицией? Выводы одни. Не допускать в дальнейшем вот такого развития событий. Не было причин для того, чтобы вести себя таким образом. И что касается вот тех организаторов, есть у нас закон. И закон должен работать. Никаких других подходов не может быть. Если каждый раз нам будет, понимаете, не нравится то или иное действие власти или того или иного министра, и мы будем применять дубинки или камни, или те же зажигательные смеси, то, наверное, мы вряд ли построим государство, ради которого вроде бы печется и оппозиция, и власть. Мы открыты для разговора. Мы всегда говорили о том, что есть возможность разговаривать. Но, понимаете, разговоры, которые мы предлагаем, нацелены на то, чтобы государство состоялось. А в их понимании, те вопросы, которые мы ставили с созданием политического консультативного совета, нацелены только на то, чтобы получить какой-то куш. Не будет этого. Прокомментируйте, пожалуйста, заявление блока оппозиционных сил о том, что они намерены провести сход. Я думаю, что у каждого есть право на те или иные политические шаги. Но сходами решить задачу, которая стоит перед нашей страной, невозможно. Мы действительно за эти дни никто не выиграл, ни власть, ни оппозиция. Мы уронили имидж нашей страны. Он не был самым, может быть, высоким, но мы достаточно четко обозначали свои позиции по всем вопросам. И поэтому сегодня по-новому придется все это выстраивать, создавать условия для того, чтобы мы были понятны. Какие меры, может быть, с реформированием
законов, каких-то частей Конституции предполагает президентская власть, чтобы выйти из этого состояния, когда постоянно идет борьба за власть? Наши законы ничем не хуже, чем те законы, которые есть и в России, и в других государствах. Мы просто перестали их выполнять. Каждый раз, когда проявляется такая ситуация со стороны той или иной силы, мы говорим о необходимости реформирования закона. Тот закон, который есть о референдуме, он действительно требует соответствующих корректив. Но это же не причина для того, чтобы вот так себя вести. И поэтому вот те вопросы, которые мы для себя ставили по реформам и по политической тематике, по формированию парламента, они продолжаются, никто их не останавливает. Но я так понимаю, что многим это не нужно. И судя по тому, что я слышу, как раз таки эти реформы многим из тех, кто представляет оппозицию, совершенно не нужны. Поэтому я думаю, что нам нужно не только законы красивые и хорошие писать, а нужно еще их соответствующим образом поддерживать, создавать инструменты и механизмы, которые будут реализовывать те положения законов, которые мы расписываем. У нас, к сожалению, пока вот это слабая сторона нашей деятельности. Сегодня намечается, или сегодня-завтра какая-то встреча с представителями оппозиции. Они вчера заявляли о том, что если нас будут слушать, мы готовы к переговорам, мы не хотим нагнетать обстановку и так далее. Есть в оппозиции, с которыми можно говорить. Скажите, пожалуйста, понесут ли наказание те, кто эти беспорядки? Да, понесут. Возбуждены уголовные дела. И вообще те заявления, которые делаются оппозицией, в том числе и одним из наиболее так называемым опытным политиком Нугзаром Ашуба, не влазят ни в какие рамки. Вы все присутствовали перед МВД, когда я говорил о той ситуации, которая складывалась. Вы мне задавали вопрос по поводу тех же спецсредств. И когда говорят о том, что я выборочно говорил о том, что там были и наши люди, поэтому мы не приняли соответствующих действий, это глупости. И я еще раз говорю, конечно, это не самое лучшее действие, но я уже дал задание в соответствии с нашими законами, Нугзар Ашуба будет отвечать. Есть у нас свой правовой отдел, который представит соответствующие материалы. Есть на телевидении полностью все эти съемки и на Абазе, и на абхазском телевидении. Я думаю, что на основании этих материалов будут сделаны соответствующие выводы в судебном порядке. Есть ли, на ваш взгляд, риск того, что события, подобные тем, которые произошли 5 июля, повторятся, и готовы ли вы к этому? Мы делаем все для того, чтобы этих повторений такого рода событий не было бы. Но предприняты все меры и силовыми нашими структурами, всеми теми, кто радеет за то, чтобы в Абхазии был мир. Сделано все для того, чтобы эти события не повторились. Ну, действительно, ситуация контролируемая, есть, конечно, определенные сложности, но допустить развитие событий в том же русле, как это было 5 числа, уже никто не позволит.